Дорогие друзья, сегодня на нашем мастер-классе мы познакомим вас с удивительной техникой шитья. Называется она синель. Конечно же, как и многое в моде, эта техника зародилась во Франции. Но нельзя сказать, что она была очень популярна во времена Людовика XV. Наверняка его портные еще были не знакомы с этой техникой. Но нынешние модницы довольно активно используют эту технику, чтобы обновить свой гардероб. И поможет нам сегодня с этой техникой, вообще расскажет, познакомит, покажет, с чего начинать, что использовать наш мастер Вероника Афанасьевна Бубякина. Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы шить данную технологию, нам нужны лоскутки. Лоскутки могут быть разного размера, да. Вот в данном случае я показываю вот на таких квадратных штук. 4 я взяла, да, вот здесь. Может быть использовано 2, 3, 4 штуки, да, лоскутков. Это чтобы у нас получилось такое разноцветие в работе, да. Давайте начнем. У нас сейчас будет вот такой вот этнический рисунок мы выбрали. Делаем диагональ, такой треугольный, и распределяем вот такие линии. Чертим. Совершенно произвольно все это делается? Да, произвольно. То есть не вымеряем по сантиметрам? Можно, если вы хотите такую аккуратную работу, можно даже вот так вот произвольно сделать. А этнические мотивы это мы используем чьи? Это просто этнические такие мотивы, не конкретно какому-то Ну, народу. а вообще узор можно выбрать совершенно разные, да? Можно, Кому что нравится. Да, совершенно верно. А вот вы чертите линии, а можно ли использовать, допустим, ну, цветок какой-нибудь? Можно разные узоры можно орнамент, использовать. Орнаменты можно использовать. Можно или даже национальные орнаменты. Национальные орнаменты именно можно использовать. Я вам покажу сейчас, потом на изделии. Но в данном случае мы обратились к геометрии, да? Да. Геометрия такая, в общем-то, универсальная такая вещь. Да. И более такой во все времена она актуальна. Способ. Да. Давайте мы попробуем на машинке, сразу будем шить. Даже прошивать сразу. Все вот эти слои. Да, все слои сначала нам нужно будет закрепить булавочками. Вот, местами закрепляем. То есть у нас таких вот лоскутков, тряпочек у нас здесь достаточно много. Да. Их здесь 4. 4. И они разные совершенно. Кстати, вот это вот батист, да? Да. Прям на ощупь. Вот это вот, да, здесь тоже что-то такое, марлевка, да? Использовали более такую ХБ на основе. То есть вот здесь вот марлевочка и вот джинсовая ткань сверху. Ткань. Вот эта техника очень хорошо смотрится на бохо стиле. Стиль бохо, да, да, все сейчас очень популярно сейчас, да? Стиль. И начинаем прошивать по этим линиям. То есть любая мастерица, которая умеет пользоваться швейной машинкой, которая умеет шить вот такие прямые швы, прямые строчки, да, то может есть под силу, да. Любой абсолютно. Попробуйте. Может попробовать такую технику абсолютно любой, даже начинающий в этом деле. Все правильно. Мы соединяем вообще все вот эти лоскуточки, да, или соединяем все лоскуточки. И так вот прошиваем все по линиям. Все по линиям прошиваем. То есть сколько мы линий начертили, столько мы их и прошиваем. А затем вот этот вот лоскуток мы можем уже как бы нашить на наше изделие какое-то, да? Можем. И сразу на изделие тоже можно сделать. На готовое изделие можно сделать. Один угол взять, туда
А эта пришить. техника, она используется для шитья, допустим, верхней одежды или, может быть, ну вот домашней одежды, например. Это, ну, не совсем, видимо, да, будет для домашней одежды Да, хороша да. эта техника, потому что она все-таки больше такого плана, как бы украсить, да, Да, наш да, да, туалет. декоративного характера. она. Мгм. Для тех, кто хочет вот выделиться, да, Да. и чем-то украсить вот это, свою одежду, вот эту технику можно использовать. Да, мы сейчас живем в такое время, когда можно абсолютно все. Мы сами себе трендсеттеры, носим, что нам нравится, что мы, в общем-то, хотели бы с помощью одежды, что сказать миру, Да, и какие мы уникальные. доступная технология, поэтому И технология очень доступна. вот. Давайте будем смотреть на маленьком кусочке, да, вот это, который Что я у нас щас- получилось? Ага, давайте посмотрим. Вот такие линии у нас получились, треугольные. Мгм. И нам нужно здесь каждой линии в начале, да, сделать такие прорези, да, маленькие дырочки. Это на верхнем Так, слое. Да, на все слои. все слои. И оставляем вот самый последний слой. Мгм. Ага, тут надо, конечно, важно прочувствовать, да, и дырку вот так вот. Сделать все правильно. Должно получиться. То есть мы дырочки должны сделать вот такие аккуратненькие, Да. буквально по несколько, ну, по пол как, сантиметра, да? Или Да, меньше? по 5 миллиметров можно сделать. Мгм. И потом просто вот посередине вот так вот разрез делаем. То есть, да, разрез это между вот той Строчками, фигурой. между строчками делаем. Вот такие. Так. Вторая линия пошла. То есть вот эти все слои, которые Да, мы до последнего, да, все мы разрезаем как бы. Да. Вот видите, вот один слой у нас остался, вот здесь видно, что она зеленая, Мгм. а надо было бы, да, вот до красного, до розового. Да, до розового, Ага, до вырезать. последнего. Да, если у нас вот так вот получается, вот дырку в прорез делаем. Да, вот так ничего, вот. Ага. можно. И опять сверху. То есть вот этот, допустим, лоскуток, который мы сейчас используем, мы можем его где использовать? Ну, украсить карман, например, да? Украсить карман можно сделать, да, вот из этого лоскутка. Нашить на что-нибудь такое. И давайте можем мы на изделие посмотреть, да, сразу. Вот, Да, например. вот, это Да. какой-то верхний, в общем, наряд, У да, нас для тут, ага, верхней как одежды. жилет, и здесь вот такой стилизованный рисунок, вот в этой технике синель. Ага. То есть смотрите, Вот как такая. очень аккуратно и красиво. Да, хотя, собственно, ну как бы техника действительно очень проста. Очень И вот простая, видно, ага. что вот здесь прорези, да, и сколько тут слоев использовано? Тут 2 слоя Тут только. всего 2 слоя. Да, можно 2 слоя. И то есть получается, она такая как бы, ну, Объем немножко, получается. да, получается объем. То есть можно, кстати, за счет вот этой техники где-то, ну, допустим, есть какие-то, скажем, огрехи в фигуре, Да, где-то да, прибавить, да. а где-то, Скрыть. да. Это самое. То есть акцентировать внимание общественности на каких-то своих самых лучших, идеальных частях фигуры, да? Да. Так, вот. Значит, прорезы сделали. Все вот эти по всем линиям, да, разрез сделаем. Да, по всем линиям пройтись. Да не сложно. Ножницы должны быть острые. Да. Острые, хорошие. Для шитья обязательно ножницы должны быть. А вот этот аппаратик, как он называется? Вот это называется вспарыватель. Это у шитьи, Да. у любой В любом магазине швеи. для шитья продаются вот такие. Удобная штука. Здесь все прорези делаем. И вот эти делаем дырки. Распарыватель. Спариватель, ага. Спариватель.
И можем вот такие вот. Ну, кстати, вот на улицах нашего города, ну, я еще не видела вот такую Вот, скажем, технику. да? Ага. На Скажем, мы нарядах. вот так вот все сделали. Вот я на кусочки сейчас буду показывать, да? Чтобы коротко. И можем руками прямо вот так вот мять. Помяли. И видите, уже вот рисунок уже видно. Да, очень красиво. Да. Разноцветие у нас уже вот так вот выходит. Так. Хорошенечко помнем. Чтобы было видно, да, вот разлохматить надо. Да, вот это всё. разлохматить. А вот в процессе носки будут ли там отрываться Да, какие-то это кусочки? наоборот Это хорошо. ничего, да? Наоборот, нужно, чтобы она разлохматилась. Понятно. Ага. То есть Фактура как бы такая должна в получиться, туалете мохнатая. может, да, быть некий такой вот, ну, скажем, эффект беспорядка, что ли, Да, да? да. Именно эффект, вот это бохо, обычно вот эта технология используют очень. Да. И вот это уже рисунок можно использовать, да, стилизовать в якутском стиле. Да. Ну, в Тоже. любом стиле, наверное, В любом национальной стиле, да, любой да, да, одежды, да. да? Очень красиво получается. Вот такая вот фактура должна получиться. Скажите, а вот любые ткани можно использовать? Допустим, мы взяли вот хлопчатобумажные ткани. А какие можно еще использовать ткани? Нет, Более плотные, там Нет. шерсть, например. Ну, Наверное, нет. можно шерстяные, конечно, использовать. И трикотаж тоже очень хорошо идет. Вот то, что вот с бахрома, вот эти вот то, что выходит, да, из материала, это надо пробовать. Ну, желательно, конечно, на ХБ основе делать. Ага. А где взять вот такие лоскутки? То есть сырье откуда берется? Сырье у нас вот эти остатки из шитья. А, то есть вот то, что вы шьете, да, то, что да, вот да, эти да. вот красивые наряды, и из остатков вы их пускаете Да, уже да, вот да, да, на да. такую технику. Вот есть, можно еще вот эти такие кусочки сделать, и потом уже вот как карманы использовать. Да, вот видите, уже как карман у нас уже можно даже нашить сверху. Вот так, с такими необработанными даже краями. Это же у нас джинсы, да, получается? Ну, такая некая небрежность, да? Да. Именно такая стилистика получается. В этностиле. В этностиле, да? Так, а сколько, допустим, вот они совершенно разные по своей структуре, эти ткани. Ну вот джинса, например, она у вас Плотная. немножко плотненькая. Вот следующий слой у нас немножко он Более такой прям мягкие, прозрачный. и снизу желательно использовать, конечно, более плотную, да. Вот когда разрезаешь, вот когда плотная, да, вот она вот плотным идет снизу, и вырезать так удобнее. То есть получается вот это вот, ну, несмотря на то, что у вас все-таки вот последний слой, он такой достаточно, ну, вообще вот такой вот прозрачный, да, тоненькая тоненький. бязь, но тем не менее все равно. А если наоборот, Да, допустим, можно было как бы основу оставить джинсовую, да? Да. А с этой стороны, допустим, вот использовать вот такую. разноцветную. А давайте мы попробуем вот эту вот здесь, допустим, Сверху, показать да? сверху, да. Давайте. Как будет, например, плотный низ, совершенно плотный, а сверху вот с узором ткань. Сверху с узором, да? Ага. Так, узор тогда рисуем. Ну, давайте. Давайте. Так, скажем, вот такой лирообразный, да, рисунок сделаем. Попробуем. Да. Тоже можно использовать. Так. То есть здесь Тут нужно шить. проявить и навыки художника, да? Да, здесь можно фантазию, да, Включить на полную катушку, да, и можно... пробовать. Вообще шитье – это творческий процесс ведь. Конечно. У нас, например, мы же работаем с детьми, да? Ага. Дети вот это все могут уже шить, которые вот уже учились, умеют шить прямой шов, они это уже могут. Даже дети могут. Да, вот изделия, которые вот вы видите на манекенах, вот это все дети делали. Ой, как красиво, Да. какие молодцы у вас детки. Да. Но это благодаря, конечно, вашему умению. Вот вы же им показываете, мы же рассказываете, как это педагоги все все делается. учим.
детей. Так, по линии, где мы рисовали, шьем, да, прямыми строчками. Тут, конечно, важно так медленно шить, да, чтобы прямо по линии, чтобы более красиво получилось. Вообще здорово. Да, платки даже можно сделать интересные такие, на шее одевать, такие бахромистые, да. Использовать можно. Вот то же самое можно даже на тонком трикотаже, например, футболка, да? Футболка, если вы хотите спереди вот что-то нарисовать, прямо на нее нарисовать обмылком, да? И прямо снизу подложить лоскутки ткани, нарисовать и то же самое сделать. Вот можно показать там на трикотажных изделиях. На трикотажных изделиях. Да. Это очень-очень красиво. Да. Вот здесь вот такое платьице, сейчас я покажу. Оно очень красивое. Вот как раз национальное платье для девочки. И вот здесь вот детали, вот здесь вот, они прошиты, вот эти вот штучки, сердечки. Стилизованные платья. И они вот сделаны как раз-таки вот в этой технике, техника синель. И здесь на кармашке то же самое, такая же техника использована. Это очень красиво и оригинально, ну согласитесь, очень красиво. И второе платье покажу сразу заодно. На втором платьице тоже использована такая техника вот здесь, вот в районе вот грудь и у горла тоже вот красиво сделано в такой же технике. А здесь, кстати, техника, она использована вообще абсолютно без какой-либо подложки. То есть совершенно прямо на тело, да, можно. Будет видно, да, тело. А вот здесь вот, где вот, да, здесь вот в районе как бы, чуть пониже, здесь уже использована подложечка. И поэтому там, естественно, вот темный такой вот виден, темный материал. Очень красиво, оказывается. Так, это у нас один слой, да, значит, сделали. И несколько слоев вот так вот можно шить. Так, пока на один слой, наверное, буду показывать, да? Да, попробуем. Так, дырочку делаем вначале. Точно так же мы делаем дырочку. Любые узоры таким образом можно сделать, рисунки. Даже фигуру какую-нибудь можно сделать. Это уже на вашу фантазию. И сколько слоев, допустим, брать, тоже это уже на условно, да, вкус, уже надо смотреть. цвет, да, и да, на да. фактуру, и вообще все это зависит, наверное, от самого изделия, да? Да. То есть либо это верхняя одежда, естественно, И от толщины ткани, Да. все вот это надо смотреть. Если это верхняя одежда, то слоев сколько должно быть? Ну, максимально. Ну, максимально 5 делает обычно. То есть это на верхнюю одежду, да? Да. Ну, потому что действительно вот такие фигуры, так сказать, ну, рваные, Формы. они придают объем. Да. Ну и, соответственно, Добавляет. соответственно, нужно всегда брать в расчет вот толщину изделия, да? Пропорции. Так, на цветном у нас что получилось? Сейчас посмотрим. В маленьком кусочке, да? Вот, мы разрезали, значит, и опять будем мять. А вообще сейчас, вот, допустим, дизайнеры какие-то используют эту технику? Ну, я здесь в Якутске не видела. Это мы с детьми пробовали. Наши да, дизайнеры, да. Ну, как мы уже сказали, сегодня такое время, что каждый абсолютно человек является, ну, скажем, сам себе дизайнер. Да. Вот так. И такая фактура получается. Это у нас еще один слой получается, да, то есть строчка у нас с двух сторон только, да. Если мы сделаем вот несколько кругов, еще у нас получится интереснее, да, и красочнее. Вот так. То есть, в общем-то, на таком цветном, вот если показать, да, можно, в общем-то,
Чем она вот эти фактурнее, да, вот это наоборот выходит, да, бахромушка, тем наоборот интереснее. Угу. Да. Вот такие давайте необработанные покажем. края. Угу. Вот у нас что получилось. То есть на цветном, но все-таки, да, вот мы добрались до... мы не добрались все-таки до конца. У нас же синий фон в конце, да? Да. Ведь синий. Да, Мы остановились на красном. Да. На красном. Ну, то есть тоже нужно учитывать, видимо, колористику, да? Да. Вы же все-таки обучаете своих деток, да? Да, То есть конечно. какие цвета с чем сочетаются, да, видимо? Это у нас как бы теплые оттенки, да? Или, яркие теплые оттенки. И с этой стороны у нас, значит, на джинсах получились вот такие. Не такая яркая, да? Да. Тут То надо есть можно... учесть тоже цвета надо, конечно, учитывать, если вы хотите конкретные какие-то цвета, да? Хотите яркости, яркие цвета, если вы хотите более пастельные оттенки, тогда берете пастельные цвета. Скажите, а мы можем, допустим, вот эту вот технику использовать, вот, лоскутное шитье, по сути, получается, да? Да. Но только интересные такие лоскутки, которые мы как бы, создаем прямо на такой вот, абсолютно вот, скажем, новой ткани, да? А можем мы, допустим, вот из этих лоскутков сшить какое-то одеяло, например? Нет? Да, конечно. Коврик, допустим. Одеяло шьют, в технике синель шьют. Я в данном случае сейчас вам показала вот то, что можно какой-то сделать. коврик, например, сумку даже ванну. можно сделать, да, и коврики, сумка, и эти подушки делают в технике синель. То есть, в общем-то, такая техника, она такая довольно-таки универсальная. Да, универсальная, Ну что, практичная. давайте подытожим, Вероника Афанасьевна. Ну, еще раз, кто может справиться с такой техникой? Ну, я думаю, начинающие тоже могут пробовать. Это же шитье, это все-таки, вы как говорите, да, это творчество, поэтому надо все пробовать. И я думаю, у всех получится. У нас дети вот это все шьют. С легкостью? Да, с легкостью шьют. То есть можно и сумочку интересно. свою, да? Да. Вот. Рюкзачок можно. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня на нашем мастер-классе познакомились с такой удивительной техникой, как синель. Она у нас в Якутске развивается, и вот наши педагоги обучают, оказывается, в Дворце детства наших деток. И с таким шитьем справляются девчонки. Ну, а если дети справляются, естественно, могут справиться с легкостью, любая начинающая швея. Вот. Так что сейчас, когда мы в пандемию, многие сидят на удаленке, может быть, кто-то ушел на такой длительный больничный, и кто-то, если хорошо себя чувствует, то вполне могут себе позволить, допустим, если есть вот машинка, почему бы не попробовать вот такую новую технику. И таким образом можно обновить свой гардероб. Да? И даже украсить свою квартиру. Допустим, подушечки какие-то. Декоративные. Да, декоративные. То есть очень интересная техника. Давайте попробуем. Оставайтесь с нами.